Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшнее свое видео хочу записать по теме пробуждения духа. Мое прошлое видео по этой теме имело очень широкий резонанс. Мне очень много людей писало, звонило. С Урала, с Сибири писали. Звонили, созванивался потом с людьми с Краснодарского края, с Ростовской области, с Москвы. Ну, просто огромное количество людей откликнулось. Ну, наверное, что-то срезонировало внутри. И люди понимают, что самая главная проблема нынешнего нашего общества – это не проблема, лежащая в экономической плоскости, как нас убеждают господа Бората, да, вайши, они же торгаши, а проблема духа, да, в том, что дух спит. Ну, есть такое словосочетание. Дух спит. Кто не понимает, тому не надо понимать. А все остальные как бы очень сильно отреагировали, кто это понимает. Мне хотелось бы их всех поблагодарить. В общем, я очень рад, что не я там один с моими товарищами так думаем, а еще многие люди. Вот. Зачем пробуждать дух? Ну, многие пишут, да? Потому что человек это не совсем материальное существо. В нем есть разные составляющие. И дух, наверное, самое главное. Нас, конечно, убеждают, что это не так, что важнее тело, там, брюхо свое набить. Живи, кушай, пей пиво и радуйся, да, или там душу свою ублажать какой-нибудь приятной музыкой. Троично же, да, дух, душа, тело. Но есть еще и дух, про который никто не говорит, но который по заветам тех же православных старцев нужно стяжать. А стяжать что значит? Пробуждать, соединяться с ним, открывать в себе нечто. И этот дух коллективный, по-астински мон, дух это мон, вот этот коллективный мон и нужно сейчас пробудить. Потому что наши предки считали, что вот душа, она индивидуальна. Ну, тело, оболочка, а дух коллективен. Вот у каждого народа есть свой дух, свой мон. И убийство народа начинается с убийства духа. Наши предки что смогли сделать? Они сохранили дух. Понимаете? Они все были носителями одного духа. Махмоны, мономахи. Человек нашего духа, мономах. Понимаете? И вот в прошлом моем видео я говорил про пробуждение русского духа и ирландского духа. И ту, какую процедуру нужно сделать для того, чтобы этот дух пробудился. Нужно искру пустить с Кавказских гор. Ну или вообще как. Кто-то может по-другому это делать, потому что мне звонили с Урала и говорили, что они там тоже этот обряд проведут, и они знают, как это делать. Они не знали такой момент, что нужно еще и аланский дух этот пробуждать, да, дух асов. Ну, мы же асы, я им говорю. Я общался по телефону, говорю, ну вот вы же там асы, асы. Говорю, мы и есть асы, осетины. Мы же не говорим осетины, мы говорим осетины. То, что нас грузины записали осетины, это же еще ни о чем не говорит. Так вот, и что нужно сделать для того, чтобы этот процесс запустить? Ну, я же говорю, с разными людьми общался, и у каждого есть свое мнение. Я никому не навязываю свое. И говорю, каждый, кто считает нужным, тот пусть то и делает. Главная конечная цель именно пробуждение духа. Сначала вот духа аланов, асов, да, а потом русского духа. Оно так по цепочке и проснется, цепная реакция пойдет. И потом все остальные вещи начнут происходить, трансформации сначала государства, а потом и мира. Это обязательно будет так. А как мы видим, это нужно делать? Опять же, никому ничего не навязывая, какие-то жесткие ритуалы или там какие-то жесткие обряды. В каждом народе это делается по-своему. Пусть кто как считает нужным, так и делает. Мы планируем со своей стороны свою скромную лепту, да, вложить в этот процесс 7 февраля на святилище Реком. Есть такое святилище в Цейском ущелье Северной Осетии. Одно из главных святилищ в нашей республике, у нашего народа. И вот там. Что нужно будет сделать? Нужно будет дать искру, в буквальном смысле этого слова, и разжечь огонь. То есть, если вы хотите получить искру духовную, то нужно зажечь и искру физическую. Понимаете? Потому что эти как бы связаны вещи. Молитва, русское слово, подразумевает молвить, говорить и творить, то есть делать. Слова и действия. Слова всегда должны быть подкреплены действием. И если вы разжигаете огонь духовный,
то обязательно вы должны разжечь огонь физически. Вот, что мы сделаем в Рекоме 7 февраля. Всех, кто хочет принять участие, там, вместе с нами поучаствовать в этом процессе, могут тоже приезжать. Всех приглашаем. Особенно хотелось бы видеть ребят, которые помогали перезахоранивать останки в Нузале. Мне кажется, что эти люди должны тоже и на этом обряде участвовать. Вот. Какой важный момент? То есть, грубо говоря, понятно, что огонь зажечь, какая должна быть молитва, какая должна быть программа. Ведь пробуждение духа – это программа. Понимаете? И программу нужно запустить. В программе важны каждые элементы, то есть каждое слово. Очень важно. И поэтому, никому ничего не навязывая, я хочу сказать, что мы будем делать, что мы будем просить у сил мира невидимого, так скажем. Мы будем просить то, что по-астински называется Аллах и Жинбар. Право на победу. Вот главная программа, которую мы должны запустить, чтобы людям нашего духа, имеется в виду этого аланского, асского или русского духа, свыше дано было право на победу. Потому что астины считают, что право на победу дается свыше. И наши вот предки всегда молились и просили: «О, что хуца, Аллах и Жинбар народ». То есть, о, Творец, дай нам право на победу. Когда у человека будет право на победу свыше, он победит кого угодно. Даже если будет в меньшинстве, даже если будет слабее, даже если никаких логических предпосылок к победе не будет, он все равно победит. Потому что с ним будет воля неба. Понимаете? И когда вы будете этот Аллах и Жинбар просить, еще один важный момент. Обязательно говорите не просто всем дайте право на победу, да? А только людям нашего духа. Махмона чишты удонан. Махмона чишты удонан. Оштор хуцал. Аллах и Жинбар рад. Это очень важный момент. То есть просите дать право на победу свыше людям нашего духа. Понимаете? То есть, если там русские, то на русском языке, астины мы по-своему будем. Но суть в этом. Право на победу. Мы хотим сейчас стяжать и пробудить дух победы. Понимаете? Это дух победы. Это тот дух победы, который помог фашистов победить. Это этот дух. Это этот огонь. Зажгите огонь и попросите право на победу. И если вы его достойны, вам его дадут. А если нам его дадут, запляшут лес и горы. Понимаете? И этот обряд мы хотим провести, когда солнце будет в зените 7 числа. То есть где-то с 12 до 2. С 12 до 14 часов. То есть разжечь костер и вот провести молитву. Еще парни хотят щимт исполнить вокруг костра. Ну, танец наш ритуальный, мужской. Вот. Как-то так. Все несложно. То есть зажечь огонь и попросить у Всевышнего права на победу. Для людей нашего духа. Мономаха чишты удонан. Понимаете? У кого наш мон. Только для тех. Всем подряд не надо. Тогда нам дадут это право на победу. Это и будет та искра свыше, которая попадет в сердце и зажжет огонь духа. Понимаете? Вот. Хотелось бы еще о чем попросить. Вот меня будут, наверное, смотреть наши братья с Южной Осетии, чтобы они провели похожий обряд у себя. Это было бы очень хорошо. Где-нибудь на Джерри-Дзуаре или на Гомарти, да? Пришли туда, взяли 3 пирога, разожгли костер и попросили право на победу. И чтобы мы все это делали в одно время. 7 числа с 12 до 14 часов. Чтобы горели костры. Кто не может приехать на святилище, кто находится не в республике, или просто там считает, что нужно пойти в другом месте помолиться. У нас святилищ много в Осетии. Идите на свои святилища. Это даже будет очень хорошо. Чем больше святилищ мы включим в этот процесс, тем будет лучше. Тем сильнее будет эффект. Я обращаюсь к нашим русским собратьям, единомышленникам. Присоединяйтесь, разжигайте костры вместе с нами, зажигайте огонь. Нам нужно пробудить дух. Нам нужно провести этот коллективный ритуал. Пробуждение духа. Поэтому, кто хочет, присоединяйтесь.
Дух победы – это надежда, а надежда – это меч. А где меч, там будет победа. Понимаете? Это все взаимосвязано. Огонь надежды загорится в сердцах. У нас же надежду забрали. Оставь надежду всяк сюда входящий. Можно написать в аэропорту Шереметьево. Надежды нет. Вот этот дух пробудит надежду. И тогда проснется коллективный дух, что нашего народа, что русского народа. Так что все присоединяйтесь 7 числа с 12 до 14. Все вас ждем. Спасибо за внимание. В преданиях восточных славян сохранилось представление о далекой южной стране, часто отождествляемой с раем, населенным богами, которую называли Ирий. Это слово на древнеиранском означает «арийская страна», и это же слово до сих пор является самоназванием современных осетин. Наверное, по воле высших сил, до срока, до наступления сужденного времени, история Осетии должна была быть покрыта тайной и пребывать в забвении, иначе наследникам скифов и алан, и еще раньше нартов, атлантов, гиперборейцев просто не дали бы выжить физически в эпоху мрака и тьмы. На несколько сотен последних лет об аланах забыли, а осетин с ними не отождествляли. Как известно, Великая Алания была разгромлена войсками Тимура в начале 15 века. Часть равнинных жителей тогда погибла, другие были вынуждены покинуть свои земли, уходя на запад и восток. А современные горы Центрального Кавказа охраняли стоявшие насмерть, созданных ими на скальных крепостях, башнях и укреплениях, несколько тысяч человек, оставшихся непокоренными. Те, кто не дал даже такому сильному, коварному и жестокому врагу, как хромоногий Тимур, проникнуть в святая святых и овладеть охраняемой ими тайной. Эти стойкие и могучие представители алан не только выжили в суровых условиях гор, но и благодаря своей изолированности от внешнего мира сумели сохранить великую доктрину ариев, содержащуюся в их кодексе чести, миропонимании, традициях, этикете, духовной культуре, в их ардауе. Им удалось пронести сквозь века в первозданном виде и бессмертный эпос нартов. Это был великий подвиг народа, вопреки всему сумевшего сохранить и свою самобытную веру, и свои обычаи, традиции и древние ритуалы. Если бы только знали те, кто называл осетин темным, забитым, отсталым народом, о том, кем он является на самом деле и какие великие знания охраняет. Сейчас настает время, когда должен упасть полог тайны, покрывающий удивительное прошлое осетин. Народа, который, словно птица Феникс, вновь должен восстать из пепла, имея в генах духовный стержень своих поистине божественных предков. Еще в 1922 году воин и посвященный Суслан Тимирханов писал: «Если бы знали мы, кем были наши предки и какие великие дела они совершали, мы бы с гордостью носили имя Ирона и не допускали ничего недостойного. Пора и нам, осетины, узнать свою историю». Подтверждением подобных выводов могут послужить и приведенные ниже цитаты. «Счастливы должны быть осетины, измеряя славные корни свои», утверждал известный художник-философ Николай Рерих. Еще более загадочно и интригующе звучат слова его соратницы и жены Елены Рерих, в 1933 году получившей информацию от Махатм и содержащуюся в ее письмах. «Среди аланов пробуждайте сознание, что Кавказ есть третья вершина будущей эры. Пусть помнят, что их горы хранят талисман братства, что Кавказ несет в себе единую великую мечту огня. Почитание огненного мира можно находить среди еще неизвестных вершин. Аланы пусть помнят мое водительство, когда часть камня была заложена, чтобы в сужденный срок засиял магнит третьей вершины». Приведем и слова францисканского монаха Ранью Неро, который еще в XIV веке предрекал: «Религия огня и солнца в 21 веке познает победное шествие».
А вот пророчество знаменитого средневекового врача и алхимика Парацельса, жившего в 15 веке. Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Гипербореи познают и сильный упадок, и огромный расцвет. У них будет 3 падения и 3 возвышения. В этой самой стране гипербореев, о которой никто никогда не думал как о стране, в которой может случиться что-то великое, над униженными и отринутыми воссияет божественный свет с горы Гипербореев, и его увидят все жители земли.